Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Ивановна. 30 октября по всей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день мы вспоминаем людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, ссылки, лишены жизни. Сегодня у нас в гостях член правления региональной общественной организации Бурятской ассоциации жертв политических репрессий Паркина Лариса Савельевна. Здравствуйте, Лариса Савельевна. Здравствуйте. Мне хотелось бы начать с того, почему именно 30 октября мы отмечаем День памяти жертв политических репрессий. В связи с чем это связано? В основу вот этого памятного дня, который мы отмечаем вот уже несколько десятилетий, лежат события, которые произошли 30 октября 1974 года в колониях Мордовии и Пензенской области. Там политические заключенные объявили голодовку в знак протеста против бесчеловечного содержания политзаключенных, бесчеловечного отношения к ним. А 30 октября 1989 года в Москве к зданию Комитета государственной безопасности РСФСР вышла манифестация в количестве 3000 человек с зажженными свечами, которые символизировали знак памяти безвинно загубленных людей. Они кольцом окружили здание госбезопасности, а потом вышли на Пушкинскую площадь, где организовали митинг протеста против бесчинства властей в отношении мирных граждан, ни в чем не повинных граждан, против политических репрессий. Вот в основу Дня памяти положены были вот эти события. А потом вышло постановление правительства РСФСР о том, что о реабилитации жертв политических репрессий и узаконили этот День памяти. Вот с тех пор во всех городах и весях нашей огромной страны 30 октября мы выходим со знаками внимания и вспоминаем наших безвинно загубленных людей. А таких, по мнению ученых, количество огромно. Оно достигает где-то 1,5 миллиона человек. Тут и те, кто был расстрелян, кто был замучен, кто отбывал срок от 10 до 15 лет. Это и члены их семей, которых погибло тоже бесчисленное множество. Вот что положено в основу Дня памяти жертв политических репрессий. Лариса Савельевна, и все-таки, наверное, не всем понятно, что такое репрессия. Ведь, по сути, репрессия – это когда власть карает людей за какие-либо действия против нее. Ведь так. Но всегда ли было так в истории нашей страны? Вот в том-то и парадокс, в том-то и трагедия, что политические репрессии, которые в нашей стране длились, начиная с 30-х годов XIX века до 50-х годов, даже часть 60-х, политические репрессии были ни на чем не основаны. В результате преследования людей, которых обвиняли в том, в чем они совершенно, к чему они не были причастны, не были виноваты, но попадали под страшные
политические статьи 58, 59, 193, а это измена Родины, это шпионаж, это предательство. И ни в чем не повинные люди, которые или по подозрению, или по каким-то другим необъяснимым причинам попадали вот в этот молох репрессий. И гибли, страдали и гибли и их семьи, их дети, родители, потому что достаточно было человеку быть арестованным, как его семья становилась семьей врага народа. Дети врага народа, родители врага народа и тоже подвергались всевозможным политическим и любым притеснениям. Вот политические репрессии в нашей стране достигали огромных размеров. Ну, можно привести вот такие факты, что если в 1937 году в застенках ГУЛАГа было 107 826 человек, то в 1938 году там уже находилось 185 324 человека, а в 1947 427 653 человека. И все они были осуждены по политическим статьям 58, 59 и 193. Это поразительно, это поразительно. И тем не менее, Лариса Савельевна, существует мнение, что число репрессированных не играет особой роли, что самое главное – это назвать каждое имя. Согласны ли вы с этим? Почему это так важно? Теперь уже и невозможно установить число пострадавших от политических репрессий. Вот. Но для нас, потомков, тех, кто пережил эту страшную трагедию вместе со своими родителями, а чаще уже и без них, для нас очень важно сохранение их добрых имен. Для нас очень важно, чтобы помнили, навсегда помнили. Не случайно такие строки есть. Мы родом из 37-го. Пока еще в мире мы есть, достойно храним и сурово отцов наших правду и честь. Вот поэтому, конечно, трудно даже себе представить размах этой трагедии, но для нас важно, чтобы их добрые имена остались в памяти не только живущих, но и потомков. Вот мы последним нашим подвигом, можно сказать, было издательство вот этой замечательной книги «Пусть помнят живые, пусть знают потомки». В этой книге, которая выпущена на средства выигранного нами очередного гранта, в этой книге и статьи историков, и документы, и анкеты, допросы арестованных. Тут рассказы о самих подвергшихся репрессиям. Здесь воспоминания их детей. И самое ценное для нас здесь работы ребятишек, студентов, учащихся, которым совершенно не безразлична судьба нашей Родины. И они желают знать правду об истории нашей страны. Это бесценная книга, это прекрасное пособие и для тех, кто работает с подрастающим поколением, и для взрослых людей, которые желают знать правду о политических репрессиях. Лариса Савельевна, вы как член правления региональной общественной организации Бурятская ассоциация жертв политических репрессий ведете большую просветительскую и общественную работу реабилитации наших земляков, пострадавших в годы репрессий.
Расскажите, пожалуйста, о своей работе, помимо того, что вы выпускаете книги, альманахи, чем вы еще занимаетесь в первую очередь? В первую очередь, задача нашей организации, с которой мы справляемся довольно успешно, это увековечивание памяти жертв политических репрессий. Кроме того, что мы помогаем многим еще до сих пор не знающим правду и не имеющим на руках документов о доказательстве невиновности их родных, мы стараемся донести до людей вот эту правду и увековечить память через уроки памяти. Уроки памяти у нас проходят в школах, в учебных заведениях средних, высших учебных заведениях. И тут наставниками становятся студенты исторического факультета БГУ. Они работали в архивах над подготовкой книг памяти. А книг таких вышло уже 9. В них запечатлены фамилии более чем 15 тысяч пострадавших от репрессий. Кроме того, выпущены книги, пострадавшие за веру. Это и православные священники, и буддисты, это и книги памяти, которые сейчас у нас выпускаются в районах, которые они сами, наши отделения составляют в районах, а мы помогаем им выпустить эти книги. Замечательные книги, выпущенные по Заиграевскому району, по Евалгинскому району, Кабанскому, Кяхтинскому. И работа эта продолжается. Где берем средства? Зарабатываем. Как зарабатываем? А мы составляем программы и на средства, которые получаем от грантов, уходят на издательство. Вот, например, альманах, один из первых альманахов, что вы помнили. Здесь и когда, и как зародилось это движение. Здесь и рассказ, кроме того, что и вот в нашей великолепной книге, и здесь рассказ о памятниках, которые воздвигнуты на территории нашей республики. А памятников таких воздвигнуто уже немало, около 20. И работа продолжается. Причем эти памятники вот не такие слепые напоминания о происходивших трагических событиях. У этих памятников собираются подрастающее поколение, и им рассказывают о страшных событиях репрессий. У этих памятников собираются множество народа для того, чтобы почтить память, для того, чтобы отдать знак памяти тем, кто безвинно пострадал. Вот. И, кроме того, выпущены вот такие альманахи, как «Эстафета памяти». Здесь тоже очень много ценного материала. И первое издание, и второе издание, и вот «Живи, святая память». Кроме того, мы проводим научно-практические конференции, в которых участвуют студенты, учащиеся, преподаватели школ, просто желающие принять участие в разговорах об этой теме. Методы работы самые разнообразные. Это и конкурсы эссе, это и конкурсы сочинений, это и конкурсы видео роликов, в которых ребята, люди и взрослые, и подрастающее поколение, во-первых, они познают, что было, и тем самым мы сохраняем память о
людях, пострадавших в годы политических репрессий. Вот. И много еще чего делается. Кроме того, у нас есть благодаря тесной связи с правительством, благодаря поддержке Министерства социальной защиты, руководства народного образования, культуры. Мы все время и Союза молодежи, мы все время связаны с массами. Мы все время несем людям вот эти знания, которые не позволяют забыть, что люди пострадали безвинно, что они заслуживают нашей благодарной памяти. Ну, а памятники, вот, например, на улице Коммунистической воздвигнут не только памятник, не только там есть памятные плиты с фамилиями наших отцов и дедов и прадедов, но там есть еще и постоянно действующая выставка. Люди приходят и тоже постигают факты о событиях тех времен. И самое удивительное, что там нет сторожей на этом памятнике, там нет кто бы соблюдал и смотрел, что кто-то осквернит. Представьте себе, ни у кого не поднимается рука, чтобы испортить хотя бы капельку каких-то вот сооружений, которые на территории этого памятника. Люди чтут память. Люди чтят память, чтят память. Люди помнят. А почему? А зачем? Да для того, чтобы это никогда больше не повторилось. Такого ужаса, когда Родина-мать становится мачехой для огромного количества людей. И все-таки, Лариса Савельевна, Да. как вы думаете, нужно ли подросткам знать о политических репрессиях? Может, стоит поберечь детскую психику? Что вы стараетесь донести до школьников на своих встречах и всем тем, кто вас слушает? Эти встречи необходимы. Эти знания необходимы как воздух. Почему? Да потому что в учебнике истории всего 1,5 абзаца, даже не 2, а 1,5 абзаца, констатирующие о том, что в такой-то период в советской стране были политические репрессии. В чем сущность этих репрессий? Почему они были? Наши дорогие дети, и так мы их лелеем и бережем, и так они сейчас у нас прямо вот в тепличных условиях растут. Никого из них не обидь, никому из них не скажи строгого слова. Тотчас же на защиту его интереса поднимаются и родители, и сами они. А ребята должны знать не только славные страницы нашей истории, не только гордиться историей нашей страны, но и знать ее позорные страницы. Зачем? Да для того, чтобы не дать возможности им повториться. Ведь это они будущие хозяева страны. Ведь это они будут потом строить наше социальное общество. И от того, насколько они будут справедливы в своей деятельности, насколько они не дадут возможность росткам каких-то вот таких отвратительных явлений в жизни нашей страны, тем лучше, тем благополучнее будет это общество. И еще зачем? Нашим тепличным дорогим деткам необходимо знать о том, что в каждом человеке должна быть сила сопротивления всему негативному, отвратительному, беззаконному. А где взять эти силы? Да воспитывать в себе. А как их воспитывать? Путем не только рассказами и картинами о том,
как прекрасна наша страна, как сильна, как богата, как могущественна, но и знать теневые стороны, чтобы уметь им противостоять. Вот наша цель – воспитать противоядие, противодействие тому, что мешает жить и строить счастливую жизнь. Лариса Савельевна, мы с вами не раз проводили обсуждение по книге Ольги Громовой «Сахарный ребенок», которую вы рекомендовали для прочтения. Почему именно эту книгу? Да, по книге «Сахарный ребенок» у нас только в городе проведено читательские конференции где-то 35-40 читательских конференций. Почему мы обратили внимание из числа множества изданий художественной литературы о репрессиях на эту книгу? Да, на мой взгляд, это учебник жизни. Это книга, учебник для родителей. Не только в страшное время репрессий. Можно по ней учиться, как жить и как воспитывать детей. А вообще, как быть настоящими родителями. Почему? Да потому что на примере Стеллы Нугодской и ее родителей мы читаем о том, как с самых малых лет, самого младшего возраста, во-первых, там царил мир книги. Господствовал мир поэзии настоящей, классической. Там была такая широта интереса, и ребенка так прекрасно воспитывали, что они закладывали ее взгляды, ее мировоззрение уже с самого раннего детства. Дальше. Это не только это, но они ей внушали, что значит быть хорошим человеком. А когда Стелла Нугодская со своей мамой, в результате того, что отца арестовали, отправили на север, а их в Киргизию, в лагерь для неблагонадежных членов семей врагов народа, где они жили в нечеловеческих условиях, абсолютно нечеловеческих условиях. И как мать помогла ребенку выстоять даже в этих нечеловеческих условиях. Когда ребенок спрашивал: мама, а разве мы невольники, рабы? Мать ей отвечала: сделать рабом человека невозможно. Человек сам понимает, что он свободен. Или они попадали в ужасные условия, и казалось, вот-вот, на краю гибели. Всегда на их пути встречались нормальные, добрые люди. Даже среди тех, кто надзирал за этими членами семей врагов народа. А уж среди простых-то людей, по-настоящему добрых, которые помогали им, которые спасали их, хотя сами находились в не менее легких условиях. Вы понимаете, сам настрой книги, само содержание быть человеком, оставаться человеком в самых нечеловеческих условиях, быть сильным. Это помогло и Стелле, и ее матери выстоять, выжить и остаться до конца людьми. «Сахарный ребенок» – это замечательная книжка. Она читается с большим интересом, и почерпнуть из нее много-много для себя может не только ребенок, который прочитает эту книгу, но еще главное – ее родители, его родители. Вот почему мы так ценим эту
книжку. Это учебник жизни. Лариса Савельевна, мы знаем, что репрессии не обошли и вашу семью. Как вы с этим справились? Вы же были на тот момент ребенком. Мне тогда было всего 4,5 года. Мои родители романтики приехали в СССР в 1934 году строить социализм. Привели с собой самое большое богатство двоих детей. Поселились в съемной избушке, которая раньше была не то хлебом, не то курятником, не поймешь, но благоустроили и жили весело и счастливо. Мама, вскоре появился третий ребенок. Мама была домохозяйкой, домоправительницей, папа работал шофером, был ударником шоферов Востока. А это тогда приравнивалось к орденской награде. О том, что они были беспредельно преданы делу революции социализма, свидетельствуют наши имена. Я у них была наречена Элеонорой в честь дочери Карла Маркса. Младший был у нас и остается Владленом. Вот 85 лет он носит это имя. Я, правда, Элеонора у меня теперь по паспорту только, а я с младенческих лет Лариса. Вот. А он так остался Владимир Ленин. Даже вот эта деталь говорит о том, что на что они были настроены и зачем они приехали в СССР. Но в одну из июльских ночей 1938 года к нам явились два человека в кожанках с наганами на боку. И начался кошмар. Отец стоял бледный, как стенка. Прислонившись к стенке, мама держала 6-месячного Владьку на руках. А мы сидели на своих кроватках со старшим братом, испуганные. Все перевернули в доме. И младенческую колыбельку перевернули. И нас заставили сойти с своих мест, перевернули наши кровати. Один другому говорит: Господи, а этого-то бедолагу за что? У него даже взять нечего. Но взяли. Взяли самое драгоценное, самое дорогое, что было в нашей семье. Увели отца и увели навсегда. Мама писала: в избушке жили вчетвером. Мой муж трудяга, был шофер. Рядом дом в 38-м пришли, забрали и с концом. И вот молоденькой вдовой осталась я с 3 детьми. Ни дров, ни крова, ни родни. Пришла беда, хоть волком мой. И правда, хозяйка избушки боялась, что ее привлекут. Ведь преступник, ведь арестовали. Она попросила нас съехать. И начались наши скитания по знакомым. Родных-то не было. Были знакомые друзья. Там недельку, там месяц жили мы, перетаскивая свое не очень богатое добро. На работу маму не брали. Как только, правда, она имела образование гимназическое, была очень умная, грамотная. Вот. Месяца 2 поработает, как только узнали, что она жена врага народа, все, сокращение увольнение по сокращению штата. Опять ни гроша в кармане, крыши как не бывало, так не бывало. И так продолжалось продолжительное время. Правда, на 1,5-2 года мы обрели покой, когда мама устроилась в радиокомитет работать. Там работали замечательные люди, замечательные. И было прекрасно. И работала она успешно, хорошо. И соседи у нас были замечательные. Ну, вот один факт. Когда мне исполнилось 6 лет, соседи решили устроить мне день рождения. Накрыли стол и подарили мне единственную за все мое детство фабричную игрушку плюшевого медвежонка. К счастью, ребенка не было предела.
Но счастье, эта и спокойная жизнь продолжалась недолго. Правда, мне 5-6-летней уже пришлось быть нянькой. Нянькой не только маленького Владика, но и 2 соседских ребятишек, за что нас подкармливали. Но грянула Великая Отечественная война. И снова мама попадает под сокращение, теперь уже потому, что мужчины ушли на фронт, а каждая из сотрудниц начала выполнять функции 2-3 сотрудников. И снова тупик. И наша беспомощная, добрая мама не знала, что делать, куда податься. Опять добрые люди. Сосед Леня Книжин устроил ее вольнонаемной воинскую часть в Южлаге, секретарем машинистской. А нас поселили в барак. Барак стоял, как сейчас помню, на опушке леса. И был замечателен тем, что весной, и летом, и осенью в нем было прохладно, а зимой промозгло. В одежде, не разуваясь, умывались водой, которую добывали из ведра, превращенного в колодец, промерзавшим насквозь, умывались и шли кто на работу, кто в детсад, кто куда. А наш 13-летний братишечка, мой старший, отличный художник, отличник и активист в школе, по окончании 6 класса устроился на работу водителем кобылы. То есть он стал ухаживать за лошадьми, работал грузчиком, и на этом все его университеты закончились. Вот, жили впроголодь. Почему? Да потому что на карточку ребенка давали 300 грамм хлеба военного времени. А это далеко не торт. Больше ничего не было, поэтому мы вечерами с братом ходили на помойку в солдатской столовой, собирали мерзлые листья капусты, картофельную шелуху, промывали, прочищали, крошили, варили похлебку и жили. Как только сходил снег с полей, я вместе с женщинами бродила по полям, собирала прошлогоднюю картошку, толкла ее, пекла на плите, прямо на плите лепешки. Они были черные, но необыкновенно вкусные. Об этом говорит стремление братьев поменять свою норму хлеба на лепешки. Ели все: мангыр, саранки, багульник. В общем, ели все, что было съедобно, что переваривали наши желудки. Поэтому озорничать, играть нам было некогда. Мы взрослели, дети войны, не по дням, а по часам. Но, правда, в то время не только нам было тяжело, всем было тяжело. Для нас самое страшное было не физический холод, не голод, а боязнь, что тебя оскорбят, что тебя обзовут всяко разно. Ведь у тебя отец преступник, он же осужден. Мы еще тогда не знали, что он и вскоре был расстрелян, как враг народа. Вот. И вот это ожидание удара было страшнее всего. Тем более, что вот много лет спустя я узнала, как по-настоящему преследовали детей репрессированных. И соседи, и в школе, не говоря уже там о высших учебных заведениях и прочем. Нас Бог миловал. Видимо, у нас были замечательные ангелы-хранители, потому что вот от людей мы видели больше добра, нежели зла. Никогда не забуду, как, идя в школу из Южлага до мелькомбината 3 километра,
шлепали, конечно, пешком. И вот я иду, а у меня подошва от башмака отстала, и я шлеп, громко. Прошел мужчина, обогнал меня, прошел, потом остановился, дождался меня и говорит: девочка, подожди. Достает из кармана какую-то бечевку и говорит: обопрись на меня. Ну, а поскольку мы тогда ничего и никого не боялись физически, то я оперлась об него, он мне примотал этой бечевкой к башмаку подошву и говорит: ну вот, а теперь ты потихоньку будешь идти. И вот с этим отремонтированным башмаком я проходила до самой весны. Ну как не помнить этого? Ну как? Это счастье, что на нашем пути находились такие люди. Но находились люди пострашнее. Мама была хороша собой, очень приветливая, грамотная, красивая, и командир части положил на нее глаз. Он предложил ей сожительство. Как маме, преданной, любящей. Она, конечно, сразу же отказалась. А он ей сказал: сдохнешь сама и твои щенята. И начались преследования. Она не выдержала этих преследований, уволилась и поступила воспитателем и музыкальным работником в детский сад на мясокомбинат. 5 километров каждый день туда и обратно. Владика взяли в детский сад. Ну, а Семен в это время уже учился в мукомольном ФЗО в Благовещенске. И вот однажды, 15 или 16 мая, возвращается из школы, а ушли мы, мама с Владиком, в садик, я в школу, раздетые, уже было тепло. Тогда, по-моему, даже и теплее было в мае. Вот, возвращаясь, я увидела дверь нашей каморки настежь распахнутой. И там ничего, кроме кровати с досками, деревянного стола, деревянного шкафчика, табуреток, ни кукол моих типичных, ни вилки, ни ножа, ни ложки, ничего. Вынесено все до основания. Ну, мы сначала подумали, что там прошло несколько этапов воришек, вот. А потом, попозже, мы поняли, что это месть за верность мамы. Но я не помню, как я бежала эти 5 километров для детсада. И впервые видела мою добрую, сильную, слабую маму, плачущей навзрыд, безвыходно. Ни на себя, ни под себя, ни крыши опять над головой, ничего. Опять добрые люди. Опять добрые люди. Заведующая садиком Мария Ксенофонтовна подарила нам матрас, набитый конским волосом. Храню я этот волос как святую реликвию до сих пор. Все подушечки у меня набиты этим волосом. Я их время от времени перемываю и берегу. И подарила она нам бумажное покрывало и позволила неделю ночевать в детском саду. Но нашлись и недобрые люди, которые донесли, что в детском саду ночуют посторонние люди. И мы вынуждены были срочно искать какой-то угол. И в комнатке есть 16 квадратов, у бабки Устиньи мы поселились, и там кроме нас было еще 3 взрослых человека. Спали в повалку на полу, уроки было делать негде. Но хорошо, что учились мы хорошо, и достаточно было того, что давали в школе. Жизнь была поразительной. И так продолжалось долго. Пока брат не вернулся из ФЗО, пока он не стал зарабатывать, не стал главой семьи. Вся жизнь до 33-летнего возраста у меня прошла в бараках.
Но ни мне, ни моим братьям это не помешало остаться нормальными людьми. У нас никогда в доме не звучал мат, у нас никогда не было руганий. И хотя вечерами кишка кишке не шла, протокол в мешке, хотя кишки наши завывали от голода, мы никогда не унывали. А почему? Да потому что у нас были спасители, книги. Мама зачитывалась. И по ее примеру стали зачитываться и мы. У нас был замечательный воспитатель. Черная тарелка радио, которая не выключалась ни днем, ни ночью. И оттуда не только шла информация о событиях на фронте, но и изумительная музыка, замечательные инсценировки. И мы все это впитывали вот как губки. У нас не было возможности посещать кружки Дома пионеров. Нечего было одеть. У нас не было возможности ходить куда-то на такие мероприятия. Нам было стыдно. Мы были как оборванцы. А в школе учителя старались этого не замечать. Но и в школе было человеческое отношение. Никогда не забуду, как на моей партии во время войны нас ребятишек подкармливали. Нам на большую перемену клали на кассетку маленькую булочку и ложечку сахарного песка. Так вот, на моей партии очень часто были 2 булочки и 2 ложечки сахарного песка. Почему? Да потому что учительница выражала вот свои сочувствия, сострадания, а не презрение, не отчуждение от ребенка, врага народа. Это ли не поддержка, это ли не вливало в нас силы? Конечно, вливало, конечно. Ну и в итоге мы не только продолжали вместе со всей страной переживать трудности, строить новую жизнь. Я никогда не забуду, как третьеклассницей меня брали с собой в госпиталь, а наши школы тогда были под госпитали оборудованы. И как я читала в огромной палате среди раненых рассказ танкиста Твардовского, солдаты плакали, а потом мне вручили в засаленном на самом платке завернутые куски сахара, вкус которого мы войну уже и забыли. Вот это тоже была награда за патриотизм, за то, что мы маленькие вместе со всей страной. Было очень сложно, очень трудно, но мы никогда не вешали носа. Никогда. В итоге, кем же мы стали? И как мы выдержали? Вот когда мы втроем, когда еще старший брат, который ушел в 93 года из жизни, был жив, когда мы редко встречались все вместе, мы задавали сакраментальный вопрос. А как мы выжили? А почему мы выжили? И почему мы все достойные, уважаемые люди сейчас? Да это благодаря нашей мамочке, нашей очень слабой, но сильной своей слабостью женщине, за ее доброту, за ее мужество, за ее стойкость. Если она плакала, то плакала по ночам. И она никогда не говорила, как ей трудно. В результате брат старший, член Союза художников России, дизайнер и архитектор. И вышел прекрасный альбом его рисунков, его картин, которые ничем не отличаются от работ художников-академиков. Младший, наш бесалабежный Владлен, стал в результате членом-корреспондентом Академии наук, кандидатом технических наук и 53 года преподавал в техническом, политехническом
университете. Я самая бесталанная из них, 50 лет почти проработала учителем в школе и считаю великой наградой и счастьем, что я работала в школе, занималась любимым делом. Таким образом, ну вот что можно сказать? Что можно сказать? Можно сказать, что человек способен на страшные испытания и выйти из этих испытаний, ну, слегка щипанным, но не побежденным. Вот, и поэтому я очень часто встречаюсь с ребятами в школах, в средних учебных заведениях, в библиотеках. И какая цель моего выступления о политических репрессиях? Не напугать, не рассказать об ужасах, о том, какие кошмары пришлось пережить. Мы-то еще ладно, нас-то Бог миловал, а у людей-то еще пострашнее были условия. Они поставлены были, но люди выживали и оставались людьми, и оставались патриотами своей страны, оставались людьми верными, преданными Родине. И поэтому наша цель выступления перед ребятами не напугать их, не рассказать, не очернить нашу страну, что вот у нас как было ужасно, безобразно. Нет, а надо показать, что в любых условиях, при любых испытаниях человек может и должен оставаться человеком. И это самое главное наше назначение. Поэтому много сил, здоровья. Эти встречи у нас требуют. Потому что все это вспоминать очень тяжело, очень тяжело. И в другой раз не хотелось бы, но это надо, чтобы выработать противоядие, чтобы выработать стойкость и возможность противостоять злу. Ну вот наша цель. Выступление перед ребятами, встреча с ребятами. Лариса Савельевна, огромное спасибо вам за то, что вы нашли силы прийти к нам и рассказать, поделиться своей болью. Потому что ваша боль — это и наша боль. Это боль миллионов людей, которые прошли через эти жестокие испытания, репрессии. И еще раз хотелось бы вас поблагодарить за мужество, энтузиазм, желание поделиться жизненным опытом, воспоминаниями и за то тепло, которым вы делитесь с юными читателями и со всеми теми, с кем вы встречаетесь. И пожелать вам огромного здоровья, мира над головой и долгих лет жизни. Спасибо. Спасибо. Я вам благодарна за то, что вы привлекаете меня к своему очень нужному, очень важному делу просвещения. И я благодарна за то, что я до сих пор нужна людям. А вы нужны нам. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Мы необходимы друг другу. Спасибо.